Итак, мы у доски. Сейчас первый способ я раскрою у доски, а вторые два мы пойдем с вами ко мне за компьютер, сядем, и я вам покажу прямо, как на практике это делается вкратце. Итак, первый способ, он самый простой, один из самых эффективных, вы о нем все знаете. Знакомство. Но просто хочу оговориться, то, что знакомство это не когда у вас, например, просто знакомый оптовый предприниматель какой-то, да, он занимается оптом, вот человек, это, конечно, отличная возможность, да, но чаще всего у вас нет знакомых оптовых предпринимателей. Но кто у вас может быть? Может быть, у вас есть знакомый не оптовый предприниматель, просто предприниматель, да, и, соответственно, любой бизнес в основном покупает что-то и продает. Вот чем бы он ни занимался, он что-то закупает, а продают ему, как правило, люди, которые занимаются оптом. Соответственно, здесь тоже на этой стороне есть оптовики. И этот человек, вы к нему можете обратиться, вот это вот вы к нему можете обратиться и попросить: свяжи меня вот с этими ребятами. Он связывает и все. Точно так же я сам так выходил, мои ученики так выходили. Хоть вроде бы они и не друзья, и вы тоже можете просто быть товарищами, но любая рекомендация, когда этот человек позвонит своему поставщику и скажет: слушай, вот мой знакомый Петя тебе позвонит, он тебе кое-какую информацию, кое-что тебе предложит, сотрудничество. Это интересно? Поговори с ним, удели 5 минут. Все, связь уже сработает. У меня точно так же было, то есть не обязательно находить какого-то близкого знакомого. Моя история такова: у меня был, ну и есть наставник в опте, то есть вот это вот я наставнику в опте, ой, не в опте, просто наставник в бизнесе. Вот мой наставник в бизнесе, вот у моего наставника в бизнесе есть знакомый. Вот у этого знакомого есть сеть кальянных. В сети кальянных работает кальянщик. Представьте, вот раз, два, три, через 3 звена я перепрыгнул, и вот этот кальянщик оказался, дальше, у него оказался знакомый в Москве, который торговал оптом кальянными принадлежностями. Вот так в одном из последних своих предпоследних бизнесов оптовых я нашел себе поставщика, с которым до сих пор работаю. То есть связи это дело такое непростое, нужно обязательно смотреть вперед, через 10, через 5 человек смотреть, просмотреть всю свою телефонную книжку, просмотреть все свои контакты ВКонтакте, имейлы там и так далее. Спросить наугад просто людей, которые могут многих других людей знать, просто спросить: у тебя есть такой-то человек, который занимается, например, там-то или работает там-то? Не обязательно это люди-предприниматели. Как видите, вот этот просто кальянщик, да? А вот этот предприниматель и этот предприниматель. Это может быть человек, работающий где-то в какой-то компании, может мыть полы, например, на заводе, но здороваться каждый день с директором. Это тоже связь. Почитайте книжку Дарси Рейзека «Связи решают все». Ну, насколько я помню, так она называется. Она людям помогает. Связи решают все. Да не буду писать, и так слышно. Итак, это знакомство. Второй способ, который я сегодня приоткрою, ну, я отчасти только приоткрываю эти способы, все остальное позже будет. И только 3 способа сегодня открою. На тренинге где-то 8 я открываю, ну и подробнее. Окей, второй способ, давайте, это поисковики. Но здесь тоже есть правила, по которым по которым будет поиск этот эффективнее. Итак, пойдемте к моему компьютеру, сейчас сядем и прямо на практике посмотрим, как я в своих бизнесах искал себе поставщиков через поисковики. Пошли. Итак, ребят, мы сейчас за моим компьютером. Давайте посмотрим, как я ищу и искал поставщиков в некоторые свои оптовые бизнесы. Вот передо мной сейчас новая вкладка. Это Google, но на территории России и СНГ чаще всего все-таки подходит Яндекс. Давайте посмотрим, открываем Яндекс. Вот у нас поисковик, которым пользуется большинство людей на территории России и СНГ. Соответственно, лучше всего через него и искать. А в Яндексе лучше всего просто забить ваше ключевое словосочетание.
в вашей нише. Ну, например, пишем картофель оптом. Посмотрим, что у нас будет вот по самому простому ключевику. Картофель в Казани, Республике Татарстан. Но я сейчас нахожусь в Казани, поэтому Яндекс настроен именно на этот регион. И можно открывать некоторые вкладки, смотреть. Картофель в Казани. Вот у нас пульс цен вылез. Оптомкazan.ru. Это сайт одного нашего подписчика, кстати. Так. Flagmovo.ru. Ну и так далее. Смотрите. Вот это результаты выдачи. Вот здесь вы видите. Может быть сверху и реклама, а может быть просто доски объявлений, чужие сайты и так далее. Вот посмотрим. Это доска объявлений. Почему она так плохо выглядит, не знаю, но ей пользуются. Она популярная. Вот пульс цен у нас вылез. Видите, здесь есть предложение. Барса агрокомпания. Вот здесь есть ИПшник, который предлагает картошку. Часть из них могут быть агентами, часть из них могут быть реальными поставщиками. Нужно смотреть, звонить, списываться. Так, ну, это отдельная тема. Flagma.ru, хорошая доска. Смотрим на ней. Различные предложения, обзваниваем, пишем имейл и так далее. Это можно закрыть. Смотрите, здесь единственное дам рекомендацию в плане поиска поставщика в поисковиках. Во-первых, я уже сказал, что это Яндекс. Во-вторых, смотрите, как и на частные сайты, так и на доски объявлений. Но еще просматривайте вниз обязательно. Вниз. Смотрите, здесь есть вот страницы написано, да? Можно смотреть следующую страничку и там вплоть еще до какой-то. Вот главное правило здесь. Мы на первую страничку, конечно, обращаем внимание, но, как правило, не самое лучшее предложение. Смотрим вглубь, вторую, третью, четвертую страничку. А я сразу же перейду вон на пятую, например, страничку. Видите, здесь есть тоже куча предложений. И чем дальше вы идете, крупный опт, овощи, фрукты, Китай, вот уже из Китая кто-то возит. Чем дальше вы идете в поиске, вплоть до 15-20 странички, тем больше вероятность, что вы найдете крупного, хорошего поставщика, который, возможно, не занимается маркетингом, Яндекс.Директом, рекламой, SEO и так далее, но имеет хорошее предложение для вас, и с ним хорошо можно проще договориться, чем с теми, кто находится на первых страничках. Однако, видите, здесь реклама тоже залезает сюда. Рекламу тоже смотрим. Не факт, то что среди нее нет вас интересующих поставщиков. Соответственно, просматриваем вплоть до 20 странички, открываем все сайты, доски объявлений и обзваниваем. Пускай это будет 10, 20, 30, 40, 50, 70 звонков, 70 поставщиков. Золотое правило, пока вы не обзвоните всех, кого могли бы обзвонить, вы никогда не можете быть уверены, что вы нашли для себя лучший вариант. Составьте для себя табличку, пускай это будет Excel-табличка, туда все контакты, координаты забиваете и, соответственно, пишите себе пометки. Я позвонил туда-то, вот их номер телефона, вот у них такой-то имейл там, например, да, такие-то цены, они находятся там-то, готовы со мной работать. Директор Анатолий Юрьевич, например, да, и у вас будет большой список по вашему обзвону в итоге. Кого вы обзвонили, кто что вам сказал, у кого какие цены. Вот, это касаемо поставщиков поиска поставщиков в поисковиках. Ну, например, в некоторых государствах, странах, да, СНГ, работает лучше Google, но в основном Яндекс. Итак, давайте следующий способ, третий способ, который я сегодня раскрою. Я сегодня раскрываю способы, которые у меня все работали, однозначно я ими пользовался. Следующий способ – это поиск через выставки. Выставки давайте, ну опять же Яндекс все-таки откроем. Опять в Яндексе будем искать. Что нас здесь интересует? Как найти выставку, где будет находиться большое количество поставщиков потенциально? Ну, не факт, конечно, но нужно о выставке почитать. Как найти? Очень просто, я не даю конкретных рекомендаций, я точно так же перед вами сейчас сидя,
найду. Смотрите, можно написать, например, все выставки Россия 2015. Видите, запрос есть. Нажимаем Enter или найти. Смотрим. Выставки в России в 2015 году. Расписание, билеты. Хорошо. Можно сюда нажать. Вот еще я уже был на этой вкладке сегодня. exponet.ru. Да, конкретных сайтов не рекомендую, потому что все, в принципе, ненормальные. Давайте вон на Exponet зайдем. Смотрите, что на таких вот сайтах-агрегаторах, где большое количество во всех выставках, что можно найти. Вас интересует как и всероссийские выставки, так и выставки региональные, ваши местные, в вашем регионе. Вы смотрите, что здесь есть по вашему поводу. Смотрите, конечно же, выставки обычно разделены по каким-то тематикам. То есть, если, например, у вас картошка оптом, то это какая-то пищевая промышленность, либо агровыставки, да, смотрим. Вот здесь я нашел, да, выставки России по тематике, 18 разделов. Давайте посмотрим, что здесь есть. Что здесь есть? Вот, смотрите, автомобили, домашние животные даже есть, городское хозяйство, нефть, газ, медицина. Вот я уже открывал сегодня сельское хозяйство, пищевая промышленность. Скорее всего, здесь будет тематика моей ниши, например, картофель оптом. Да, вот здесь я поискал. Международное дни поля Поволжья. Хорошо. Страны СНГ в Казани. День Уральского поля. Агро-Омск. Да, то есть по разным регионам есть. Но на данный момент, например, меня интересует только вот домашняя выставка. Не хочется куда-то ехать. Вот в Поволжье, да. Это город Казань. Я здесь сейчас нахожусь. И вот выставка, ее описание, какие темы будут раскрыты. Соответственно, вы можете понять, какие примерно участники, какие поставщики будут там. На выставках очень просто познакомиться с представителями компаний. Можно даже, у меня некоторые ученики едут туда сразу же с агентским договором, уже с распечатанным, либо на флешке, уж лучше на флешке, потому что данные туда нужно забивать. Договариваются и подписывают прямо на выставках. Опять же, смотрите, либо у себя идете на местную выставку, но иногда бывает очень хорошо съездить в Москву, либо в Питер на федеральную выставку. Там со всего мира, в принципе, не только с федерацией собираются ребята, поставщики, со всеми можно познакомиться, пожать руку, договориться, сразу же подписать договор и так далее. Это очень крутой способ поиска поставщика. Итак, вот эти 3 способа я сегодня для вас раскрыл. Еще порядка 8 способов у меня для вас есть. Это уже я раскрываю позже, в большем объеме, наверное, на тренинге.